Позвольте вас поздравить с важными праздниками, которые отмечает в эти дни наш университет. И мы приступим к работе нашей секции, которая называется «Гуманитарные аспекты развития современного общества». Собственно, мы перейдем сразу к первому докладу. И первый доклад представит нам Карлен Ашотович, доктор философских наук, профессор кафедры обществознания, права и социального управления. Тема доклада Карлена Ашотовича «Религия в манипулятивных технологиях идеологов терроризма». Вам слово, Карлен Ашотович. Спасибо. Я бы хотел начать со слов французского философа, социолога Жана Бодрияра. Он говорит: дело в том, что после нас в природе остается мусор, а дело в том, что мы сами постепенно превращаемся в мусор. Вот эта фраза меня задела, и я начал думать, почему мы превращаемся в мусор. И одна из причин – это, на мой взгляд, ускорение ритма социального развития. Мы все куда-то бежим, и настолько быстро это все делаем, что даже и не понимаем, зачем и куда мы бежим. И кто-то умело управляет дистанционно этим ритмом, еще больше ускорять, чтобы люди вообще теряли смысл своего существования. Чем больше мы теряем смысл, тем лучше улучшается функционирование. Это тоже отмечает Жан Бодрияр. То есть мы превращаемся в функцию. Когда-то капитализм превратил нас всех в товар, то, что покупается и продается. Сегодня нас превращают в цифру, в функцию, в цифру, и люди в этой гонке страдают от того, что теряют смысл своего существования. И вот религия как раз-таки выступает тем средством, которое дает нам этот смысл жизни. Да? Многие, особенно молодые люди, пытаются приобрести этот смысл посредством веры. Причем я имею в виду религию не только традиционной религии, но и квазирелигии, которая предлагает какие-то идеи, высшие идеи, посредством которых управляют и манипулируют людьми. Такие идеи, как свобода, равенство, справедливость, коммунизм, да, тоже квазирелигия, ради которой люди убивали друг друга, пытаясь создать прекрасное будущее, рай на земле. Вот в этой гонке есть люди, которые умело манипулируют другими людьми, особенно молодежью, которые пытаются найти вот этот смысл жизни. Да? В чем заключается эта манипуляция? Во-первых, эти люди выступают от имени Всевышнего, то есть от имени авторитета, выше которого уже не существует. Да? Поэтому вот эти молодые люди, которые занимаются террористической деятельностью, многие из них на самом деле пытаются найти, это не преступники, такие бандиты, которым творят какие-то уголовные преступления, они пытаются найти вот эту высокую идею. И им предлагают, вот, так сказать, такие суррогаты. Религиозный человек, он выгоден в манипулировании, потому что им можно управлять бесплатно, манипулировать. Он пойдет ради этой высокой идеи, так сказать, без какого-то вознаграждения, поэтому это особенно выгодно. Этих молодых людей пытаются, как правило, ограничить в общении. Они где-то в каком-то лагере общаются между собой. Им показывают противника, против которого они должны осуществить какие-то действия. То есть такая дифференциация на свой, чужой. Это все особенно
подло, потому что религиозный человек, он как ребенок, он верит в то, что ему говорят. Есть такое выражение у Альбера Камю: лучше погибнуть от крайности, чем от отчаяния. Вот отчаявшие люди, потерявшие смысл жизни, приобретают и, значит, двигаются в этом направлении. Что такое террор? Это воздействие на оппонента и на противника посредством угрозы насилия. Террор, как правило, сеет страх и посредством страха управляет людьми. Вот религиозный человек боится, с одной стороны, кары Божией, а с другой стороны, ждет вот такой награды, вечную жизнь в раю, который ему обещают. Что же делать? Вообще, террористическое действие – это фактически послание отчаявшихся людей, которые борются с несправедливостью. Каким образом с ними можно общаться, вызвать их на диалог, попробовать понять, что они хотят, какое послание они несут. Да я вот, как в этой аудитории, предлагаю студентам и вот будущим преподавателям, увидев какие-то такие тенденции в поведении молодых людей, попробовать вызвать их на диалог и выяснить, что они хотят сказать. А обычно в этом диалоге они могут раскрыться, и тогда можно будет им как-то помочь и предотвратить вот те катастрофы, к которым они могут привести и себя, и других людей. 1 минута, Каролина Ашотович, остается. Я завершаю. Вот, поэтому многие молодые люди хотят казаться сильными и думают, что вот это террористическое действие их показывает их силу. На самом деле, вот есть такое выражение: сильным является не тот, кто одним взглядом может поставить человека на колени, а кто одной улыбкой может поднять человека с колен. Поэтому я вот предлагаю молодым людям общаться больше улыбаться и быть здоровыми и активными в этой жизни. Спасибо. Благодарю вас, Каролина Ашотович, за столь глубокий доклад и, более того, эмоциональный доклад. Вы нам задаете очень высокую планку выступлений. Мы за это вас благодарим, Каролина Ашотович. И далее мы перейдем к следующему докладу. Прежде я хотела отметить, что понятие гражданская идентификация и идентичность, и идентификация в целом не существует единого определения на сегодняшний день. Да? А вот в докладе Шамиля Рашитовича, доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории, по всей видимости, речь пойдет о евразийской национальной идентичности и вот насколько она совместима, евразийская идентичность, с этнической идентичностью. Вам слово. Вот, сейчас как раз в этом, так сказать, изюминка. В этом изюминка. Значит, тема, так, пожалуйста, да, тема доклада – это роль органов власти и управления в формировании евразийской гражданской идентичности в полиэтничных регионах России на материалах Республики Башкортостан. Так что, естественно, речь идет именно только о евразийской идентичности. Причем, когда я говорю о евразийской идентичности, я, естественно, имею в виду не весь материк Евразии, от, скажем, там, как раньше говорили, от Мадрида до Владивостока, допустим, от Архангельска и там, я уж не знаю, там где там до Дели, Пекина и так далее. Нет, я, естественно, имею в виду в границах нашего государства. Вот, когда-то оно было несколько больше, чем сейчас. Я считаю, что этот процесс происходил тогда, в частности, значит, вот говорили о формировании такой общности, как Советский народ, новая историческая общность. Значит, потом как-то вместе с Советским Союзом ушло в небытие само это понятие. Я считаю, не вполне заслуженным. Вот. Но теперь, значит, вот, так сказать, по мере сил возможностей, вот я пытаюсь разобраться в этом вопросе, значит, уже на новом историческом материале. Так, значит, гражданская идентичность, понятие... Пожалуйста, первый слайд. Понятие гражданская идентичность, понятие сравнительно недавно вошедшее в научный оборот у нас в стране.
Введение этого понятия отражает достигнутый этап цивилизационной зрелости российского общества, одной из самых характерных черт которого является все более тесная разносторонняя интеграция народов и их культур, взаимопроникновение друг друга, формирование на этой основе принципиально новой этносоциальной общности, включающей основные признаки нации, вместе с тем представляющей собой качественно новое, иное, более сложное и более крупное образование, в котором общегражданские черты превалируют над национально-специфическими. Новое качество определяется прежде всего тем, что формирующийся этносоциальный феномен, с одной стороны, аккумулирует творческий потенциал каждой из участвующих в данном процессе наций, с другой постепенно ведет к нивелировке тех признаков, которые определяют нацию в качестве уникального культурно-цивилизационного целого. В свете всего сказанного, возникающий исторический феномен следует рассматривать как преимущественно гражданскую общность, в сознании которой превалирует чувство сопричастности к общей истории, общим достижениям прошлого и настоящего, в отличие от нации как общности преимущественно этнической, в сознании которой превалирует приверженность к ценностям национально-специфическим. Следующий слайд. Одной из отличительных особенностей российского общества на протяжении практически всей его истории было постоянное пространственное развитие, расширение своей территории, включение в его состав новых земель, а следовательно и населения, значительная часть которого являлась иноэтничной и иноконфессиональной по отношению к державному славянскому этносу. Следующий слайд. Наиболее активно восточные славяне взаимодействовали с кочевыми тюркскими народами. Это обстоятельство обусловило формирование на данной территории особого типа культуры и ментальности – евразийства, главной отличительной особенностью которого выступала способность земледельца понимать кочевника, а кочевника – земледельца. В развитии общества и его культуры, в том числе в формировании принципов взаимодействия общества и власти, важнейшую роль играет природно-географический фактор. Следующий слайд. Этот фактор применительно к истории России обусловил особую роль государства, сделав его не просто важнейшим самостоятельным, а в значительной степени самодавляющим фактором. Другим важнейшим обстоятельством, закрепившим подобное положение органов власти и управления, выступал характер взаимодействия с внешним миром. Россия с момента своего возникновения представляла собой континентальную державу, не имеющую естественной защиты в виде мощных горных систем и обширных водных пространств. В этой связи наличие обширной территории являлось важным фактором сохранения независимости страны. Одновременно это же обстоятельство вынуждало правящие славянские элиты постоянно искать и находить взаимоприемлемые решения в процессе взаимодействия с другими народами. Все сказанное предопределяет особую роль и ответственность управленческих систем в развитии общества. Следующее, пожалуйста. Территория, на которой расположена современная республика Башкортостан, вошла в состав русского государства в середине XVI века в результате военного разгрома, возникших вследствие распада Золотой Орды, Казанского, Астраханского, Сибирского ханства и Ногайской Орды. Процесс схождения носил преимущественно мирный договорный характер. Присоединение региона Южного Урала к русскому государству означало проникновение в эти места иного типа культуры, инновационно-земледельческой, а также элементов зарождавшегося индустриального общества. Свидетельством этого может служить появление наиболее совершенного для рассматриваемой эпохи промышленного типа предпромышленного предприятия, мануфактуры, а также городских поселений. Следующий слайд. Процесс взаимодействия народов и их культур сложный и противоречивый по самой своей природе, неизбежно сопряжен с периодами резкого обострения целого комплекса противоречий. В истории взаимоотношений башкир и русского государства, а в значительной мере башкир и русских как державного этноса, наиболее острые противоречия возникали по вопросам перманентно осуществлявшейся практики ограничения вотчинного права башкир на землю, а также неуважительного отношения к их правам в национальной культурной сфере, прежде всего в сфере религии. Ограничение вотчинных прав башкир на землю было обусловлено главным образом объективным процессом продвижения российского общества и исторического Башкортостана как части его по пути цивилизационного прогресса, утверждения стандартов нарождавшегося индустриального общества. Изъятие земель, принадлежавших башкирским родам, как правило, обуславливалось необходимостью строительства промышленных предприятий, городов, развития транспортной системы, а также постепенным превращением земли в объект купли-продажи, унификация по всей империи, системы местного самоуправления и другие. Дискриминационные меры по отношению к другим конфессиям, в первую очередь к мусульманам, апогеем чего стало проводившаяся в основном в XVII веке насильственная христианизация башкир, инициировались Русской Православной Церковью, но получали полную поддержку со стороны центральной и местной власти. Следующий слайд.
Вместе с тем, осознав губительность данной политики, власть не только прекратила практику насильственного обращения Башира в христианство, но и способствовала формированию мусульманских учреждений в крае, а также повышению его роли в мусульманском мире России. Свидетельством этого может служить создание первого официально оформленного объединения мусульман Российской империи, Оренбургского магометанского собрания, учрежденного указом Екатерины II от 22 сентября 1778 года, открытие которого состоялось 4 декабря 1789 года в Уфе. Важным этапом в истории российского общества и его регионов стал рубеж 19-20 веков, когда все более отчетливо обозначились отставания России от наиболее передовых стран Западной Европы и Северной Америки по ряду важнейших показателей цивилизационного развития, в первую очередь по развитию производительных сил. Данное отставание постепенно приобретало стадиальный характер, что заключало в себе реальную угрозу дальнейшему существованию России в качестве самостоятельного геополитического и культурно-цивилизационного феномена. Это, в свою очередь, обусловило... Извините. Одна минута остается. 1 минуту, да? Сокращается. Хорошо. Так, а попросить еще минуту дополнительно? Можно. Ну, хорошо, спасибо. Так, это, в свою очередь, обусловило резкое обострение всех видов противоречий в обществе, в основе чего лежало усиление противоречий традиционализма и модернизаторства. Формы разрешения указанных противоречий, следующий слайд. Формы разрешения указанных противоречий, постепенно переросших в системный кризис, стала революция 17 года, завершившаяся установлением левой радикальной диктатуры большевиков. Значит, следующий слайд. Основным отличительным признаком новой системы отношений стала концентрация всех рычагов власти в руках одного слоя партийно-государственной бюрократии, превращение управления в исключительную прерогативу данной социально-профессиональной категории. Столь активный рост значимости органов власти и управления сыграл решающую роль, что способом решения национального вопроса стало создание национальных территориальных образований, имевших определенные признаки государственности. Следующий слайд. Одним из таких образований являлась учрежденная в марте 2019 года Башкирская автономная республика. Значит, основной задачей новой системы стало проведение в кратчайшие сроки модернизации, активная фаза, следующий слайд, активная фаза чего пришлось на конец 20-30-х годов. Одной из главных отличительных черт социалистической экономики стал гипертрофированный рост индустриальных отраслей, в первую очередь тяжелой индустрии за счет гражданских отраслей, а также сельского хозяйства. Следующий слайд. Кроме того, не только для экономики, но и для новой модели общественности в целом было характерно выпадение интересов отдельно взятого человека из системы общественных отношений. Так, следующий слайд. Но уже к концу первого послевоенного десятилетия все более очевидно становилась неспособность существовавшей модели общественного развития обеспечить продвижение страны по пути цивилизационного прогресса. При этом важнейшим обстоятельством выступала гипертрофированная роль органов власти в жизни общества, отсутствие системы обратной связи между властью и обществом. Значит, одним из наиболее пагубных последствий явилось постоянно возраставшее асимметрия общественного развития. Значит, важным проявлением чего стало, значит, неравномерно социально-экономического и культурного развития отдельных регионов. Следующий слайд. Значит, характерным примером может служить Башкирия. Наиболее активное развитие производительных сил происходило в западных районах, где в основном, значит, где имелись условия для развития тяжелой промышленности, в основном машиностроения и топливно-энергетического комплекса. В восточных районах подобные условия отсутствовали. Вот. При этом основную часть населения западных районов составляли русские и татары, в то время как восток республики являлся местом компактного проживания башкир. Указанные обстоятельства тормозило процесс стирания различий в социокультурном развитии названных этносов. Особенно активно это проявлялось в городах. Так, следующий слайд. Ну и следующий слайд тогда уже. Давайте следующий, последний. Так, вот когда торопишься, всегда так. Так, ну я завершаю. В условиях индустриального общества, тем более постиндустриального, научно-информационного общества, именно города играют наиболее весомую роль в продвижении страны по пути цивилизационного прогресса. Именно в них создаются оптимальные условия для всестороннего развития личности, реализации ее творческого потенциала.
Следовательно, отмеченные различия в удельном весе работников умственного труда свидетельствуют о сохранении заметного неравенства у представителей наиболее многочисленных народов республики в возможностях реализации заложенного в них творческого потенциала, обретении представителями названных народов более высокого социального статуса. Данное обстоятельство служило причиной обострения противоречий в среде социальных, особенно межнациональных противоречий, препятствовало достижению страной и ее регионам достижению более высокой стадии цивилизационной зрелости. Из всего сказанного следует, что важнейшим условием дальнейшего продвижения российского общества и Башкортостана по пути цивилизационного прогресса выступало упразднение отработавшей свой творческий созидательный потенциал модели развития, создание новой, одной из главных отличительных признаков которой является наличие механизма обратной связи между властью и обществом. Благодарю за внимание. Мы вас благодарим, Шамиль Рашидович. Какие будут вопросы докладчику? Есть ли вопросы? У меня есть вопрос к вам. Пожалуйста. Конечно. Можно я из прошлого и настоящего немного загляну в будущее? Вот можно вас спросить, Шамиль Рашидович, по поводу киберетничности. Вот на сегодняшний день мы видим, как интернет-объединение диаспор нередко уже именуется как диджитал-диаспоры. А вот эта киберетничность, она фактически конструирует и реконструирует нации, этносы. Да. Вот как вы считаете, какова будет роль власти, органов власти и управления в формировании евразийской идентичности с учетом вот этих вот современных тенденций, связанных с формированием, появлением совершенно нового пространства? Ну, вы знаете, значит, речь идет не только, вот, скажем, об этих вот последних тенденциях, тем более последние, но эти тенденции, вот если, допустим, тенденция возникла, это не значит, что вот она будет идти. Вот. Там какие тенденции появляются, потом они затухают, либо они перерождаются во что-либо другое. Но я понимаю, что, в общем, идет все более тесное смыкание, значит, различных, все более активное взаимодействие людей, независимо от их социально-национальной принадлежности, поскольку вот благодаря интернету, вот даже вот то, что мы имеем эти гаджеты, там, я, допустим, вот часто связываюсь со своими одноклассниками, со своими друзьями, которые там, кто-то живет в Мексике, кто-то живет в Израиле и так далее, понимаете, то есть все это происходит. Так вот, значит, это такое. Теперь относительно органов власти и управления. Понимаете, просто, может быть, я скажу не очень популярная ныне вещь. Дело в том, что вот когда мы говорим о роли органов власти и управления именно применительно к России, на мой взгляд, самый контрпродуктивный момент – это сопоставление этого феномена у нас и, допустим, в странах, то, что раньше называлось, скажем так, западной цивилизацией. Почему? Потому что государство в России – это не просто главный регулирующий или даже главный интегрирующий фактор. Это та несущая конструкция, благодаря которой российская цивилизация смогла состояться, а потом смогла выжить. И поэтому, понимаете, государство не может уходить не из одной сферы общественной жизни. Понимаете, это, конечно, достаточно сложно. То есть, с одной стороны, как бы все больше и больше индивидуальный простор, больше простор как бы развития личности, его самым разнообразным проявлением не обязательно должны быть только те, которые нас радуют, только положительные. Они могут быть самые разнообразные, но тем не менее сдерживать их – это вещь достаточно сложная. С другой стороны, необходимость регулирования этих процессов. Понимаете, да, в этом, конечно, очень серьезное противоречие, и в этом особая ответственность органов власти и управления. Но при всем при этом, как бы вот я бы сказал, такой общий знаменатель, что государство должно присутствовать. Понимаете, государство должно присутствовать. Ну, значит, вот просто, я извиняюсь, я не очень затягиваю время. Нет, ваш доклад очень интересен. Значит, вот, допустим, такая вещь. Вот, скажем, если сказать, значит, вот о современном... Вот раньше понятно, почему не было системы, я имею в виду при коммунистическом режиме, системы обратной связи. Ну, там все понятно. Была единая правящая партия, единая обязательно для всех идеология. Ну, молодые люди, конечно, это не знают, но вот я так вообще уже, так сказать, большую часть жизни прожил в этой системе. Поэтому, понимаете, естественно, хотя даже тогда определенные
Система обратной связи была. Ну вот я, допустим, я был в партии, я был на партийных собраниях, даже там в партбюро избирался. Знаете, иногда на партийных собраниях поднимались достаточно острые вопросы и принимались весьма принципиальные решения. Поэтому сказать, что там, вот знаете, вот так народ полностью безмозгло, ничего нет, это, знаете, это было бы очень большим упрощением. Вот. Ну вот скажем, ну теперь вроде как у нас есть нормально, нет обязательно, вот нет единой такой, ну как бы единой правящей партии, нет обязательной идеологии. Согласно Конституции, нормальное разделение властей на 3 самостоятельные ветви. Вроде как есть независимые средства массовой информации. Но вот лично я считаю, что было бы только очень недалекий или очень добросовестный человек можно сказать, что система обратной связи у нас работает. Работает так, как должна быть. Но почему этого не присутствует? Мое личное мнение. Потому что у нас в наличии такой фактор, как коррупция. Все поглощающие. Везде. Почему? Ну почему? Ведь, понимаете, вот говорят, коррупция есть в любой стране. Конечно, есть в стране. Но у нас она, надеюсь, не стала, но стремится, потому что стать системообразующим фактором. На место чего она взяла? Вот государство ушло, говорит невидимая рука рынка. Вот она у нас совсем невидимая, не только невидимая, но даже неощущаемая. Рука рынка, вот понимаете, влез вот этот чертополох, он, понимаете, он этот лес. То есть в любом случае, если мы хотим от этого избавиться и жить нормально, возвращение государства. То есть в России государство не может уходить. Понимаете? Другое дело, в какой форме. Да, там при коммунистах там, конечно, было, ну, в силу определенных, опять же, обстоятельств. И, опять же, не надо все вот последние, допустим, 1,5-2 десятилетия экстраполировать на весь 75-летний путь. Скажем, первые 2, где-то даже десятилетия, потом война, потом первое послевоенное десятилетие. Эта модель, она вполне справлялась с возложенными ее задачами. Уже потом там другое дело, значит, это не получилось. Вот. Конечно, повторять этого не надо, но вот упразднение государства, уход государства из общественной жизни, вот, на мой взгляд, оно чревато гораздо более серьезными и гораздо более негативными последствиями. Благодарим вас, Шамиль Рашитович. Маленький да, пожалуйста. Вот современная неравномерность социально-экономического развития России каким образом может повлиять на децентрализующие процессы в России, то есть на ее распад? На ее распад, ну вы знаете что, вот моя точка зрения, что один из главных факторов распада СССР – это не столько национализм, сколько регионализм. Потому что, понимаете, к сожалению, вот это, об этом когда заговорили, ну, как всегда, значит, это начинает кричать «караул, пожар», когда уже запылала крыша. Это, к сожалению, тоже одна из национальных традиций у нас. И я знаю, что впервые на высоком уровне заговорили о социально-территориальных различиях весной 1981 года на 26-м съезде КПСС, когда целый раздел отчетного доклада, с которым выступал Брежнев, так, значит, был вот социально-территориальные различия. Понимаете, дело в том, что попытка управлять всем из одного центра, то есть от Калининграда до Владивостока, значит, управлять в первую очередь развитием производительных сил, а экономика это все-таки лежит в основе всего. Понимаете, она, конечно, приводила к тому, что не учитывались многие самые особенности. Вот опять же отсутствие системы обратной связи. В конце концов, это привело к тому, что возникли серьезные региональные различия между отдельными территориями. Самый характерный пример у нас Башкирия. Запад и восток Башкирии. Запад, где могла развиваться тяжелая промышленность, значит, соответственно, там развивалась социальная инфраструктура. На востоке этих условий не было. А система была создана такова, что поскольку интересы человека выпали из общей массы этих социальных приоритетов, то, соответственно, отставали и по социальному развитию эти регионы. Но поскольку у нас социальные границы географически совпадали с национальными, значит, сразу началось, что вот это вроде как специально делаются такие вещи. Вот так, допустим, было в Прибалтике, так было в Средней Азии, когда просто вот чисто такой бюрократический, технократический подход преподносился как, вроде чуть ли не сознательно проводимая дискриминация. Вот, поэтому, конечно, опять же, особый учет, особая ответственность на органы власти и управления, значит, учет всего многообразия факторов. Вот, потому что если не будет, то вполне возможно, что с учетом огромной территории, многообразия населения, многообразия условий, в которых они живут, тут, безусловно, дезинтеграционные процессы, они в любой момент могут, во-первых, начаться и потом даже стать превалирующими, возобладать. Вполне возможно.
Благодарим вас, Шамиль Рашитович. И я хотела бы отметить, что ваша презентация электронная, настолько она интересная, то есть и плакатное искусство, и живопись, очень и картография историческая. В общем-то, сама по себе презентация, она для нас достаточно интересна в исследовательском плане. Благодарим вас. Спасибо. Да. И я хотела бы отметить, что вот по поводу регионализмов в таком положительном, позитивном смысле слова, вот соотнося как раз-таки с киберпространством, что киберпространство, оно формирует и, скажем так, этнически маркированную региональную идентичность. И вот в этой связи, уважаемые участники, я хотела бы вас познакомить с новым электронным журналом. Называется он «Сибирский архив». Это научно-исторический журнал архивных учреждений Сибирского федерального округа, диалоговая площадка для историков и архивистов. И вот главным редактором этого журнала является Владислав Геннадьевич Кокоулин, доктор исторических наук, профессор юридического факультета Сибирского университета, потребительской кооперации, эксперт Российской академии наук, профессор Академии военных наук. Владислав Геннадьевич, здравствуйте. Добрый день. Так, сейчас Вам я презентацию... слово. Да, презентация у меня сейчас загружается, одну секунду. Доклад Владислава Геннадьевича звучит как «Программы обучения в медресе СССР и постсоветской России. Сравнительный исторический анализ». Пожалуйста, Владислав Геннадьевич. Да, уважаемые коллеги, тема доклада обозначена. И, значит, я занимаюсь историей образования, и в частности вот такой очень важный сейчас сегмент образования, как образование религиозное. В православных гимназиях, в медресе и так далее, оно сейчас занимает важную роль. И, конечно, интересно посмотреть, какие тенденции развития этого образования. Ну, для этого я взял программы медресе за разные годы в Советском Союзе. Здесь вот выделено, значит, три, ну, в соответствии с современными представлениями о том, какие дисциплины есть. Общие гуманитарные и социальные дисциплины, они выделены синим и красным. При этом синим выделено то, что специфично именно для медресе, а красным такие общие дисциплины. И, наконец, общие профессиональные дисциплины выделены зеленым. Ну, вот здесь, собственно говоря, так как это было зафиксировано чиновниками Совета по делам религии, эта программа, поэтому «Хадиси науби», допустим, изречение Магомета там написано прямо вот в источнике, сохранилось. И здесь вот видно, какие предметы здесь поставлены. Ну, в частности, арабский язык, персидский, история ислама, специальные дисциплины, вот история народов СССР, Конституция СССР. 60 и 61 год, медресе Мирия Араб. Здесь опять же история СССР, экономическая география, русский язык, ну вот синеньким арабский язык и мусульманское право, персидский язык. 61-62 год, здесь вот добавляется еще Конституция СССР, узбекская литература, русский язык, география. Ну, соответственно, арабский язык остается и специальные дисциплины. Медресе Барак хан, то же самое, чистописание, русский язык, география, здесь истории нету, только история ислама, ну, фарсидский язык, это персидский язык, так чиновники записали. Здесь мы вот видим тоже это соотношение. Если мы теперь посмотрим, как это соотносилось в количестве часов, вот на примере медресе Мирия Араб, то мы видим здесь, что дисциплины вроде истории СССР, Конституции и так далее занимали вот красненько 814 часов, 754 арабский, персидский язык и общие профессиональные дисциплины зелененьким 546 часов. Если мы теперь сравним это с современными вот программами медресе, вот несколько медресе я взял, Мухаммадия медресе, ну здесь видно, что опять красным это выделено педагогика, психология, гражданская этнокультурная идентичность мусульман России, родная литература и логика. Дальше вот синим здесь история ислама, законодательство, арабский язык, история религии и, собственно, зеленым то, что специальные дисциплины. Но соотношение здесь мы видим несколько иное. Вот здесь уже занимает общие гуманитарные и социальные дисциплины столько же примерно, сколько и общие профессиональные дисциплины, то есть важные для исламского
подготовки имама. Но здесь мы видим, что 1192 часа – это арабский язык в самых разных, разные там предметы, относящиеся к арабскому языку. Если мы теперь возьмем медресе Хусаиния, это медресе в Оренбурге, то вот там примерно такая картина. У них здесь татарский язык, информатика, педагогика, психология и право, арабский язык, история ислама. Вагаз Хитабат – это ораторское искусство. Ну и здесь вот зеленым выделены то, что важно для именно мусульманского обучения, подготовки имама. И соотношение, здесь примерно такое же, как в медресе мы видели только что Мухаммадия, то есть вот арабский язык, такие дисциплины, общепрофессиональные, наконец, специальные. Теперь, если мы сравним вот все три медресе программы обучения, мы видим следующую картину. Вот в мире араб занимала красная, как видите, занимала достаточно большой сегмент. С чем это было связано? И здесь я вот зачитаю буквально несколько строк из наказа, который давали студентам-мусульманам, которые командировало Духовное управление в обучение университет Аль-Асхар в Каире. В 1955 году. Значит, что возлагалось на студента, требовалось главное? Значит, во всех своих действиях и высказываниях за границей руководствоваться соображениями национальных интересов Родины, не допуская совершения поступков, могущих уронить их достоинство как советских граждан. Студенты-мусульмане из Советского Союза должны стремиться сделать все возможное для того, чтобы рассеять неправильное представление у своих единоверцев за рубежом о положении религии ислама и о жизни мусульман в Советском Союзе. И дальше еще вот больше страниц текста примерно в таком же духе, то есть там защищать интересы, выступать за интересы советской страны, советского государства и так далее. И поэтому вот эти дисциплины, связанные с Конституцией, историей СССР, они занимали важное место в медресе мире араб. Теперь, если посмотреть зеленый сегмент, он примерно везде одинаков, в Хусаине чуть больше, значит, а красный сегмент, мы видим с вами, значительно сокращается в современных медресе. Если в медресе мире араб это определялось, собственно говоря, утверждалось духовным, вернее, советом по делам религий, то в современных медресе это определяется в ГОСами, а в ГОСы как раз просто дают общее количество часов. Вот красный и синий сектор – это то, что называется общие гуманитарные и социальные дисциплины. И там вот этот синий – это арабский язык. Видите, в основном они за счет увеличения арабского языка сократили изучение таких дисциплин, как история, там, русский язык и так далее. А зеленым вот то, что мусульманские специально для подготовки ислама примерно одинаковый сектор. Таким образом, мы видим, что если в советское время определяющим фактором все-таки было воспитание такого гражданина, патриота советской страны, идеологическое воспитание, то сейчас это смещается в сторону больших углубленных знаний в профессиональной сфере. Я вас благодарю за внимание. Мы вас благодарим, Владислав Геннадьевич. Очень интересный сравнительный анализ на примере диаграмм. Пожалуйста, уважаемые участники, какие будут вопросы к Владиславу Геннадьевичу? Владислав Геннадьевич, я просто в связи с темой и содержанием вашего доклада вспомнила об одном очень интересном человеке. Это, может быть, вам будет интересно с ним связаться. Он живет в Кустанае, работает в Кустанайском филиале Челябинского государственного университета. Зовут его Шаблей Павел Сергеевич. Он сейчас готовится к защите докторской диссертации. Вот его тема фактически совпадает с вашей темой исследования. Может быть, вам в таком исследовательском плане было бы интересно с ним связаться и соотнести те данные, которые он имеет, какими знаниями он владеет по данной теме. И я в этой связи вспомнила об этом человеке. Тем более Казахстан и Сибирь – это так близко. И Башкирия, мы тут все рядом. И Башкирия, да. Приехать в Уфу, это я несколько раз там был, очень хорошо. Вопрос позвольте? Да, пожалуйста. Владислав Геннадьевич, добрый день. Розенфельд Вадим Яковлевич, религиовед. Как вы считаете, повышение уровня культурологических дисциплин по единой методике было бы полезно, было бы необходимым на сегодняшний день?
в целом полезным было бы, я считаю, вот медресе именно, потому что сейчас приходится все больше и больше имамам иметь дело не с такими вот, ну, допустим, пожилыми людьми, а наоборот, туда приходит молодежь в мечети, которая интересуется не очень такими тонкостями там вероучения, тонкостями совершения намаза, сколько более общими вопросами, а вот роль ислама, допустим, в нашей стране, в истории нашей страны. Поэтому общая культурологическая здесь должна занимать важную составляющую в связи с тем, что как раз другая сейчас приходит, ну, по крайней мере, у нас в Сибири приходит совершенно другое поколение, у которого другие запросы уже. От которого, к сожалению, муфтият отстает. Особенно, да. Владимир Геннадьевич, второй вопрос очень короткий. Как вы считаете, в очень отдаленной перспективе абстрактно возможно ли говорить о теологических факультетах, но не в такой мере, как они сейчас декларативно, а вот серьезное теологическое образование на университетской основе? Нет, ну это вполне возможно, то есть, ну там должно только единственное, чтобы это не подготовка священнослужителей, как в медресе, а это именно подготовка тех, кто занимается проблемами истории религии, теории религии, там, религиоведения, то есть вот в этом плане это было бы достаточно полезно и интересно. Благодарю вас. Вас благодарим, Владислав Геннадьевич. Собственно говоря, мы уже практически перешли к следующему докладу. И Вадим Яковлевич, его доклад называется «Религиозный дискурс к вопросу о религиозной индоктринации», фактически напрямую связан вот с вашим докладом, Владислав Геннадьевич, и проблемы, значит, образовательных программ в современной средней школе. Вот, собственно, та проблематика, которую поднимает Вадим Яковлевич в своем докладе. Пожалуйста. Благодарю вас. Уважаемые коллеги, говоря на сегодняшний день о религии в средней школе, приходится констатировать это как некий такой подпольный факт о ее существовании все-таки на базе средней школы. До определенного времени тема была жестко табуирована, и вообще, в принципе, согласилась говорить о религии в системе школьного образования. Вот этот процесс сдвинулся буквально последние несколько лет назад, года 3, может быть, 4 назад. Вот мне приходилось лично принимать участие в переговорах с руководителем управления образования города, и она очень умная женщина, она сказала, что да, тема очень востребована, это нужно. И вот происходит это в первую очередь с тем, что органы образования, которым удавалось создавать все-таки светское содержимое, они становятся объектом нажима достаточно грубого со стороны как новых религиозных движений, как нетрадиционных религий, так и достаточно резкого агрессивного давления со стороны традиционных религий, особенно православия. И вот двойственная ситуация таким образом ставится, и под угрозу ставится сам принцип, в принципе, светского образования. Он может быть стать и невозможным. Необходимо заметить, что угроза-то в данном случае, она спровоцирована чем? Упорным нежеланием говорить как раз вот ставить саму постановку вопроса о религии в школе. Вот этот пережиток секулярной российской образовательной системы доминирует, к сожалению, в нашей системе отношений школы-религии. Отсюда происходит неквалифицированное противодействие культовой интервенции, а создается такая инертная кадровая прослойка, которая не знает, вот очень важный вопрос, вот так вот, помогает очень, которая не знает, собственно говоря, как говорить о религии. Просто не знает. Мы не знаем, как говорить о религии. И создается вот такая ситуация. С одной стороны, мы ставим блок и не говорим о религии, мы упорно табуируем проблему. С другой стороны, вот масса учителей, но они же живые люди, вполне естественно, они общаются, они не могут быть чуждыми религии, и они являются латентными проводниками, собственно говоря, религии, но невольными проводниками религии в школе, потому что каждый учитель, он немножечко свое личное вносит. Таким образом, возникает резонный вопрос, стоит ли в дальнейшем проблему религии табуировать. Мы живем в религиозном мире, никто не будет этого отрицать. Хотим мы этого или нет, но с религией мы сталкиваемся повсеместно. Тем более, рассуждая объективно, само по себе религиозное образование – вещь достаточно обыденная, чему ему бояться. Если до 90-х годов во всем мире как раз вот проблема тоже считалась табуированная, мы жили под гнетом секулярных убеждений, то уже с 2000-х годов, но вот опять-таки приходится проводить рубеж Запад-Восток. На Западе организованно достаточно подошли к этому вопросу. В рамках ОБСЕ были приняты так называемые толедские принципы, очень достаточно умные правила, и они разделили, собственно говоря, вот религиозный вопрос на две вещи. На преподавание собственной религии,
и преподавание о религии. Они провели разделительную черту, то, чего у нас нет. И если в первом случае допускается, вот, как преподавание религии, факультативный подход, то во втором преподавание о религии это рекомендуется обязательная форма обучения во всех школах. Даже исповедание определенной религии не может быть условием освобождения от данного учебного курса, то есть жестко подходится. Но знание это само по себе, как сказал вот умный человек профессор Динхем, не является гарантией толерантности и уважению, поэтому вот разговор о религии вызывает страх еще и потому, что религия у большинства из нас ассоциируется с терроризмом и экстремизмом. Поэтому мы испытываем, прошу прощения, некоторую дрожь в коленках. Не секрет, что вот диспуты о допустимости религии, недопустимости религии, они превратились в некоторые культурные войны, перетекли вот в диспуты о цифровизации, о дистанционном обучении и так далее. Но рассуждая о толедских принципах, мы можем говорить только абстрактно, потому что в России не сочла для себя нужным следовать этой концепции. Была принята известная концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граждан России, и она является, собственно говоря, источником государственного стандарта. И вот на Западе, в России у нас получение знаний о религии идет другим путем. Если на Западе это официальный государственный проект, преподавание не религии, подчеркиваю, а о религии, в средней школе это обязательно, то, соответственно, в связи с этим у них вот религиозный аспект, он немножечко сместился из официальной государственной сферы в частную. Во Франции, скажем, 17% учеников находятся вне сферы государственного образования, в Канаде 35%, а в Германии 39%. Да? Это объясняется чем? В первую очередь качеством преподавания. На Западе конфессии, создавая школы, они прекрасно понимают, причем это общеобразовательные школы, не религиозные, не семинарии, не медресе, они понимают, что они, инвестируя вот в эту систему образования, щедро инвестируя, финансово инвестируя, они куют свое будущее. Вспомнить достаточно, что католические школы, допустим, всегда во все времена, они пользовались заслуженным уважением именно качеством образования. Человек закончил католическую школу, значит, он хорошо образован. Католический университет, значит, он хорошо образован. И это совсем не означает, что он может работать только священником, быть только священником или теологом. И вот в России мы являемся свидетелями тенденции обратного рода. У нас система приходских школ влачит жалкое существование. Она держится исключительно на волонтерстве, на добровольчестве. Не существует института педагогических кадров. Методика существует в зачаточном основании, при всем, что декларативно проводятся конференции, значит, постановления, концепции принимаются. Вот. И конфессии пытаются вот вопрос образования, именно уже религиозного образования, спихнуть в сторону государственной системы образования, что, конечно, недопустимо. И вот пока таким образом решается или пытается решиться вопрос преподавания религии, вопрос преподавания о религии становится очень зыбким. Вот можно говорить об Оргсе, проект, который совершенно, вот, на мой взгляд, провалился с треском, потому что профильные как раз предметы – это ОПК, скажем, основа православной культуры, основа исламской культуры, основа буддийской культуры, ее выбирают единицы. Вот по Башкирии данные, насколько я помню, основа исламской культуры выбирала порядка 4%, а основа православной культуры не добирала даже 1%. Вот. Да. В связи с этим многие резонно очень говорят, что процесс, вот сам предмет ОРГСЭ необходимо просто перевести в культурологическую схему область, то есть преподавать в рамках литературы, культуры и так далее и тому подобное. Но вот есть еще некий проект аморфный «Духовная безопасность». Как правило, под ним поднимают борьбу вот с тем же терроризмом, экстремизмом и так далее и тому подобное. Но вот многое можно сказать об этом проекте, скажу только одно. Он направлен на молодежь, на нашу несчастную молодежь, которая терпеливо слушает это все и даже ухитряется не засыпать. Спасибо большое. Но мы даже не пытаемся, собственно говоря, узнать, чего они хотят. Мы не проводим такую элементарную научную вещь, как целевое изучение аудитории. Мы не знаем, интересно ли мы это, а если интересно, то что. Но, тем не менее, мы упорно долдоним и говорим, что надо отрывать молодежь от интернета и рассказывать им об этом, о том, о сём. Вот. И вот этот проект «Духовная безопасность», не имея, собственно говоря, понимания, куда это все ведет, оно, на мой взгляд, тоже обречено на провал. Ну и в двух словах просто скажу, что мы попытались вот в рамках Института доп. Образования сделать такой проект «Педагогическое образование, педагогическое сопровождение религиозной безопасности». Он прошел достаточно хорошо, апробация. Вот, к сожалению, потом начался локдаун.
порядка 80 педагогов школьных получили образование религиоведческое, которое передают уже со временем в средние школы. Я думаю, что будущее вот именно за таким проектом, как обучение о религии. Безусловно, о религии оно необходимо в средней школе. Причем не так ущемленно, как в рамках ОРКИСЭ, вот, а именно более развернуто, но для педагогов. Все, благодарю за внимание. Мы вас благодарим, Владимир Яковлевич. Пожалуйста, какие будут вопросы к докладчику? Есть вопросы? Разрешите вопрос? Да, Владимир, вот вопрос такой. А нет ли опасности, что вот мы введем сейчас религиоведение в школе вновь, и там опять окажутся вместо преподавателей священники действующие? Еще как такая опасность существует, безусловно, потому что, как я говорил, вот такая вот попытка, даже не интеграция, а интервенция, она проводится постоянно. Но дело в том, что как раз религиоведение и теология – это разные вещи, мы должны на этом настаивать, безусловно. И тот проект религиозной безопасности, он предназначен для педагогов. Для педагогов мы даем определенные религиоведческие дисциплины, не теологические, а религиоведческие, и педагоги уже сами доносят их до детей в рамках учебной программы. То бишь панацеей здесь является четкое разделение теологии и религиоведения. Хорошо, благодарим вас. Есть еще вопросы? Эрлен Ашотович. Вы считаете, насколько содержание преподавания зависит от личности преподавателей, от этих предметов? Потому что там действительно может быть человек, который пытаться манипулировать молодежью, которая еще не имеет критического мышления в этом возрасте. Ну, мы никуда, конечно, не уйдем от личностного фактора, безусловно, конечно. Я по первому образованию своему филолог, я во многом обязан этому своему школьному преподавателю, да, который умел нам давать. Но попытка, и в данном случае, опять-таки, панацея может быть, это учебный курс, учебная программа. Повторяю, мы говорим, не учим религии в школе, мы говорим о религии. И четко выстроенная программа с методикой, с определенными планами, она как раз и является вот нейтрализацией вот этих вот вещей. Нам часто достаточно приходится сталкиваться. На сегодняшний день многие педагоги несут в школу свои религиозные убеждения. В школу через родителей идет гигантский поток религиозных убеждений. Доходит дело вот в уфимских школах, имеем небольшую статистику, требования религиозного меню, скажем, столовой, да, исключение определенных дисциплин из школьной программы. И вот как раз педагог, чему мы учили педагогов, да, скажем, это умело хотя бы разговор, недаром, да, тем доклада, это умение говорить о религии. Хотя бы пока на таком уровне, на сегодняшний день. Хотя бы выстроить грамотный диалог. А там уже будем думать об остальном. А можно вопрос? Конечно. Да. Спасибо большое. Жукова Елена Дмитриевна, кафедра культурологии и социально-экономических дисциплин. А у меня вот такой вопрос. А почему вас не устраивает тот курс, который сегодня вводится стандартами школьными и который называется «Духовно-нравственная культура народов России», предусматривающая в том числе и освещение вопросов, связанных с религиозной культурой народов России? Спасибо. Вопрос хороший, спасибо вам. У меня было место в докладе. Дело в том, что ОДНКР это хороший предмет, но он культурологический. И, как мы уже говорили, вот здесь вот я приводил цитату, знание, собственно говоря, не удаляет саму проблему. Здесь разница как раз направлений. ОДНКР – это предмет, духовно-нравственное направление, это все-таки культурологический, он затрагивает культурологический аспект. Вот. Мы говорим о знаниях религиозных нюансов, то есть более углубленно. Это две разных вещи. Ну, допустим, но вы же сами только что в своем докладе настаивали на том, что нужно вносить культурологический крен, скажем так, в преподавание дисциплины религиозного, скажем так, освещения, просвещения, вот так. Нет, не совсем так, не могу с этим согласиться. Возможно, я неверно выразился. Никакого религиозного просвещения в школе быть не может. Вот согласно Толецким принципам нужно четко разделять, проводить разделительную линию между преподаванием религии и преподаванием о религии.
Но дело в том, что если преподавание религии как таковое в школе, вот по моему мнению, его быть не может и не должно, преподавание о религии – это вещь достаточно широкая. Если ОДНКР берет вопросы, повторяю, культурологические, то есть роль, место религии в развитии народов, да, это искусство, это культура, так сказать, храмы, живопись и так далее, литература и так далее и тому подобное, то вопросы религиозной безопасности затрагивают, собственно, уже религиоведческие нюансы. Их достаточно много. Современные в том числе, в первую очередь современные. Хорошо, спасибо большое, я вас поняла. Благодарим вас за ваш вопрос, за дискуссию. Вас, Вадим Яковлевич, за столь убедительную аргументацию. И далее мы переходим к проблеме роли общественных организаций как институтов гражданского общества в реализации государственной молодежной политики. Эту проблему нам представит Карасева Анастасия Александровна, магистрантка Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. Тема доклада – деятельность молодежных некоммерческих организаций в сфере сохранения историко-культурного наследия народов России. Пожалуйста, Анастасия Александровна, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Видно экран? Да, все видно и слышно. Пожалуйста. Хорошо. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется доклад на тему «Деятельность молодежных некоммерческих организаций в сфере сохранения историко-культурного наследия народов России». Для сохранения историко-культурного наследия народов России недостаточно поддержки государства в этой сфере. Для решения данной проблемы требуется привлекать молодежь и некоммерческие организации, которые могут привнести современные подходы к решению вопросов о сохранении, развитии и распространении среди населения информации об историческом и культурном наследии. Также важно понимать, что историко-культурное наследие – это часть общественного достояния, которое переходит от поколения к поколению в виде материализованного векового опыта. В последние годы формируется множество локальных молодежных некоммерческих организаций НКО, цель которых – это создание групп единомышленников для участия в культурном, политическом и социальном развитии России. В современной системе общественных достояний объединения организаций, молодежные некоммерческие организации занимают особую нишу. Молодое поколение проявляет социальную активность, всегда стремится к изучению чего-то нового и не боится выходить за стандартные рамки при решении проблем. Деятельность молодежных некоммерческих организаций в виде объединений регулируется Федеральным законом номер 7 о некоммерческих организациях. Федеральный закон номер 73 об объектах культурного наследия народов Российской Федерации регулирует отношения в сфере сохранения, использования, популяризации, а также государственной охраны объектов культурно-исторического наследия народов Российской Федерации. Статья 44, а именно пункт 3, устанавливает конституционную обязанность каждого гражданина заботиться о сохранении культурного наследия народов Российской Федерации и гарантирует каждому право на доступ к культурным и историческим ценностям и объектам культурного наследия. Молодежные некоммерческие организации в сфере сохранения историко-культурного наследия народов России можно разделить на несколько категорий, которые представлены на слайде. Далее рассмотрим несколько проектов некоммерческих организаций в сфере сохранения историко-культурного наследия народов России. Центр развития туризма Республики Башкортостан провел этнофольклорный фестиваль «Наследники Сармат». Он направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия народов Российской Федерации. Социальная проблема, на решение которой направлен проект, состоит в малой заинтересованности жителей региона вопросами сохранения культурного наследия, памяти, а также низком уровне исторической грамотности и осознания ценности духовного наследия.
Далее Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан организовал творческий форум народных мастеров «Фолккрафт», целью которого было сохранение культурно-исторического наследия с помощью популяризации и повышения интереса к культурным традициям и творчеству народных мастеров. Итоговым результатом данного проекта является повышение интереса к народному творчеству и декоративно-прикладному искусству с элементами национальной культуры, выход работ народного творчества на новую ступень рыночных отношений, появление новых творческих союзов и объединений мастеров, а также заключение договоров о совместной работе предпринимателей и мастеров. Способы и методы деятельности молодежных некоммерческих организаций в культурной сфере постоянно модернизируются. Это, в свою очередь, способствует грамотно и эффективно реализовывать на практике новые инициативные решения по сохранению историко-культурного наследия народов России, его популяризации и развития. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Анастасия Александровна. Какие есть вопросы к докладчику? Есть вопросы? Вот у меня такой вопрос, скажем так, сегодня достаточно широко обсуждаются вопросы финансовой поддержки добровольчества, его различных форм. И я вот выписала цитату Ульриха Бека. Тот, кто занимается общественно полезным делом, мог бы платить существенно меньшие налоги. Можно вести общественные и гражданские стипендии для членов добровольческих организаций. Вот на ваш взгляд, вот, скажем так, финансовая поддержка активного добровольчества у нас в России, возможно ли решение этого вопроса и насколько это эффективно скажется в целом на деятельности молодежных некоммерческих организаций в вопросах сохранения историко-культурного наследия народов России? Мне кажется, очень положительно скажется, но также еще существует, ежегодно проводятся разные такие конкурсы, где выделяются гранты различным молодежным некоммерческим организациям, в том числе и в сфере сохранения историко-культурного наследия народов России. То есть у молодежи есть достаточно широкая возможность выиграть эти гранты? То есть идея вот хорошая, но и государство тоже должно помогать. Хорошо. Можно? Да, пожалуйста. А есть какие-то исследования, в которых изучается именно статистическое отношение молодежи к охране культурного наследия в некоммерческих организациях? Потому что мы знаем, что большинство, собственно, работы проделывают в этом отношении, в защите культурного наследия, именно коммерческие организации, как раз-таки государственные организации, которые финансируются из бюджета. Спасибо за вопрос. Данную информацию я, к сожалению, еще не рассматривала, я только начала работу. Но мне кажется, да, вполне такие данные есть. Благодарим вас, Анастасия Александровна, за ваш доклад. И далее, прежде чем мы перейдем к докладу студентки Арины Ильдаровны Бекташевой на тему к вопросу о вооружении скифо-сарматского мира «Историография проблемы», я хотела бы отметить, что недавно я нашла в интернете сборник. Называется он «Новое в исследованиях раннего Железного века Евразии. Проблемы открытия и методики». И вот эта конференция международная, она проходила в Москве в 2017 году в Институте археологии Российской академии наук и Государственном историческом музее. Инициатором организации проведения конференции выступил отдел скифо-сарматской археологии, созданный усилиями Бориса Николаевича Гракова 70 лет тому назад, то есть в 1947 году. И вот этот научный форум, он, по сути, его актуальность была обусловлена введением в научный оборот значительных массивов бытовых и погребальных комплексов, среди которых яркие открытия памятников погребальной культуры кочевого населения Евразии, а также были поставлены проблемы расширения возможностей исследования археологических источников благодаря сотрудничеству со специалистами в области естественных наук, естественно-научных дисциплин. И все это в комплексе, вот, собственно, стало основой для значительного прорыва в данной области, значительного прогресса в изучении культур раннего Железного века в Евразии. Вам слово, Арина Ильдаровна.
Здравствуйте. Моя тема к вопросу о вооружении скифо-сарматского мира. Можно презентацию? Не скину. Прошу. Одним из острых вопросов археологии скифо-сарматской общности является вопрос социальной жизни кочевников, где проблема военного снаряжения, военной тактики и самого оружия играет важную роль, так как от уровня его развития и возможности противостоять врагам зависело само существование того или иного народа. Мы можем говорить о том, что вооружение стало одним из массовых артефактов в археологическом и историческом контексте. Оно демонстрировало военную тактику и стратегию сарматского и скифо-сарматского мира, что являлось также и отражением социально-экономической организации общества кочевников от эпохи раннего Железного века до эпохи раннего Средневековья. Можно утверждать, что становление и окончательное формирование форм оружия скифо-сарматского мира и тактики ведения боя произошло между VI и II веком до нашей эры. Военная направленность социального устройства кочевников была природной, что подтверждают и античные письменные источники. Расселившись по степям Евразии, скифы и сарматы сформировали социальную структуру, одним из ярких проявлений которой был оружейный комплекс. Военное дело кочевников настолько подчинило себе социальный уклад, что оружие стало восприниматься не только и не столько с точки зрения утилитарного использования, но и как отражение религиозных воззрений. Яркий пример тому – поклонение Акинаку как символу бога войны Аресу. Генезис военной тактики и стратегии привел к тому, что скифо-сарматский мир, говоря, конечно же, только о кочевых коллективах, начал активно использовать тяжелую вооруженную конницу. Показательным является тот факт, что, несмотря на уделение значительного внимания оружейному комплексу кочевников скифо-сарматского круга, первые обобщающие оружейведческие анализы были даны Ростовцевым и Рау. Они весьма основательно проработали имеющиеся в их распоряжении отрывочные сведения и разрозненные артефакты, представлявшие различные оружейные категории. Впоследствии их классификации будут придерживаться Смирнов и Машкова. Ростовцев полагал, что брусковидное перекрестие, сломанное под тупым углом, является переходом от сердцевидного к прямому, на что впоследствии также обращал внимание Смирнов. Работа Рау интересна тем, что автор разработал типологию наконечников стрел, отлитых из бронзы, однако современные анализы демонстрируют тот факт, что присутствует лидерство все же медных наконечников. Именно типология Рау ляжет в основу будущих исследований Смирнова, который ее значительно расширит и дополнит. Во второй половине 1940-х годов Мерперт, исследуя акинаки, обратил внимание на их навершие, определив один из видов как когтевидное, указывая на сходство данного символа с характеристиками крупных хищных птиц. Это такие характеристики, как меткость, острота удара и цепкие когти. Он полагал, что акинаки с подобным навершием просуществовали относительно недолго, и их использование уместилось в короткий промежуток между V и IV веком до нашей эры. Период 50-70-х годов XX века в отечественной историографии вооружение культур скифо-сарматского круга был ознаменован публикацией ряда исследований, в которых проводился подробный анализ вооружения, а также военной тактики номадов Евразии эпохи раннего Железного века. Рассматривая трехгранные наконечники, Смирнов указывал на их использование в качестве бронебойного комплекса стрел. Он также смог установить различия для южноуральских и поволжских типов этих наконечников. Проблемы происхождения и хронологии скифского лука и горитом, а также другого защитного вооружения дал Хазанов. Однако хронологические рамки Хазанова совершенно не состыкуются с хронологическими рамками Смирнова. Тяжелая конница, которая сформировалась у скифов, была экипирована панцирем, то есть кирасой, панцирными штанами и железными шлемами. Кроме того, всадник в своем вооружении имел копье, щит и горит, включающий лук и колчан со стрелами. Вероятно, что тяжелая скифская конница стала прародительницей катафрактариев, затем появилась также у массагетов, сармат и исаков. Основой сарматской посадки был двуручный хват пики, а также отпущенный повод лошади во время конной атаки. Маклом реконструировал этот процесс с использованием копий македонской
сарисы, оружие, которое было близким к контусу, а уже Юнгельман попытался реконструировать подобный способ ведения боя эмпирически. Представляется правомерным мнение Хазанова о том, что принципы военной организации скифов и сармат соответствовали родоплеменной структуре. Васильев и Хазанов полагали, что рукопашная схватка играла у сармат большую роль, нежели у скифов. Это связывали с территорией, на которой происходили вооруженные бои, потому что территория не располагала к использованию конницы и колесницы. Несомненно и то, что военное искусство сармат имеет корни в иранском мире. На территории Южного Урала практически неизвестны памятники переходного периода, которые датируются 8-7 веками до нашей эры, что дало возможность Пшеничнику и Железчикову предположить, что начальные этапы формирования культур кочевых племен проходили на более южных территориях. В рассматриваемый период времени скифовидное население могло использовать тактику дальнего боя, используя акинак, лишь при вынужденном спешивании в ходе схватки. В последующем исследование тактики и стратегии военного дела и оружия скифо-сарматского мира эпохи раннего Железного века должно проводиться в направлении выявления отдельных характеристик в различных хронологические срезы. Также одним из направлений может стать сравнительная характеристика боевых артефактов, имеющих различные территориальные происхождения. На этом все. Благодарю вас, Арина Ильдаровна. Вот в связи с вашим докладом я опять-таки вспомнила еще одного замечательного преподавателя Кустанайского филиала Челябинского государственного университета, Федотов Павел Александрович, и он занимается вот этой проблематикой. Я могу вам дать его контакты, и он достиг очень интересных исследовательских результатов вот в этой области исследования. И он как человек очень интересен, и как педагог, и возможное общение с ним позволит вам обнаружить какую-то дополнительную мотивацию вот в разрешении ваших исследовательских вопросов. Пожалуйста, уважаемые участники, какие будут вопросы? Можно? Да, пожалуйста. Но, как известно, скифы и сарматы занимали большую территорию, в том числе они вот территорию современного Башкортостана. Скажите, вот прослеживается ли какая-либо культурная связь между, допустим, или оказали какое-то влияние вот этой более ранней культуры, скажем, на развитие народов, которые здесь уже жили позднее, но в частности на развитие башкирского этноса? Вот по тем аспектам, которые вы изучаете, вы, можно ли говорить о каком-то, или прямом, или хотя бы опосредованном влиянии, взаимосвязи этих двух культур? Спасибо за вопрос. Скорее всего, можно говорить, потому что и погребальные комплексы, и исследованные на территории Башкортостана говорят о том, что социальная жизнь тех кочевников как бы схожа с жизнью народов Башкирии. И вот конкретно в чем это проявляется? Вот вы занимаетесь оружием, насколько я понял, да? Один из... Хорошо, вот скажем, вот в элементах материальной культуры, скажем, военного дела, оружия, есть то, что можно говорить о какой-то преемственности, сохранении преемственности в развитии этих культур. Башкирами также были использованы стрелы, которые использовали древние скифы и сарматы. Также были найдены акинаки, которые были схожи с типами акинаков сарматского типа. Акинаки, простите, это что? Это как бы такая небольшая стрела. Но... Понятно. То есть... Понятно. Хорошо, спасибо. Да. Спасибо. Благодарю. У вас есть еще вопросы? Да. Вадим Яковлевич, пожалуйста. Вы выводите катафарактов из скифо-сарматской конницы, я так понял, да? Да. Да, но я знаю, все-таки акинак, который вы называете стрелой, это короткий меч. Короткий меч. Да, значит, тут от меня, как любителя мечевого боя, немножко занимаюсь. И все-таки ближе, наверное, катафаракты все-таки к тяжелой коннице гитайров, которая была у македонцев. Эти катафаракты – это тяжелая конница. Мы не можем все-таки выводить.
Ну, я вам советую посмотреть источники на эту тему и выводить вот как раз катафарактов из скифо-сарматской куницы. Во-первых, по хронологическим понятиям тяжело. Разрыв очень сильный, да, Византия и скифо-сарматы уже там темные века. Вот. И, во-вторых, все-таки вооружение катафарактов, оно ближе вот к кунице китайров, то есть элитной куницы македонского войска. Посмотрите этот вопрос, ладно? Ну, вам интересно будет. Благодарю вас, Вадим Яковлевич. Так, ну вот я хотела уточнить организационно. Скажите, пожалуйста, Халимова София Ириковна, она присутствует? Вы будете выступать, София Ириковна? Последний раз вы мне писали, что не было возможности отпроситься на работе, насколько я помню. Появилась ли такая возможность? Если нет, то мы можем перейти к следующему вопросу, и нам его доклад представит Садыков Ильгам Ильдарович, студент 4 курса. Тема доклада – это и не просто студент 4 курса, это учитель Аксаковской гимназии номер 11 города Уфы Ильгам Ильдарович. Тема вашего доклада – правовой статус педагогического работника, условия продолжительности рабочего времени. Вам слово, Ильгам Ильдарович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Да, слышно. Так, сейчас включу демонстрацию. Видно, да? Да, видно и слышно. Так, хорошо. Наша тема в соавторстве с Ириком Анасовичем посвящена правовому статусу педагогических работников образовательной организации, а именно вопросу условий продолжительности рабочего времени. Ну, начнем с того, да, что сфера образования имеет важнейшее значение для современного общества на данном этапе его развития. И важнейшую роль в системе образования занимают, конечно же, непосредственно педагогические работники. И качество образования напрямую зависит от уровня квалификации педагогических работников, их личностной компетенции и мотивации. Именно поэтому в Российской Федерации государственная политика в сфере образования направлена именно на мотивирование и стимулирование труда педагогических работников. Понятие «педагогический работник» имеет особый правовой статус, который гарантирует предоставление особых прав и условий труда. Но следует подчеркнуть что в федеральном законе номер 273 об образовании в Российской Федерации педагогическим работником признается физическое лицо, которое состоит в трудовых служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся или организации образовательной деятельности. Также в данном федеральном законе прописаны права педагогических работников на социальные льготы и особые трудовые права. Федеральный закон гарантирует педагогическим работникам право на сокращение рабочего времени, которое не должна превышать 36 часов в неделю. То есть это согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Таким образом, для педагогических работников в зависимости от занимаемой должности, педагогического стажа и категории могут устанавливаться 18, 20, 24 или 25-часовые рабочие недели. Для педагогических работников, которые работает в среднепрофессиональном образовании, то есть рабочая нагрузка не должна превышать 720 часов в год, это 10 учебных месяцев. Да. Дальше, что касается системы высшего образования, то для педагогических сотрудников устанавливается норма в виде 900 часов в год. И в системе дополнительного профессионального образования для педагогических работников учебная нагрузка не должна превышать 800 часов в год. Следующий аспект, который рассмотрим, то есть это правовой статус педагогических работников. Как я уже сказал, это рассматривается в федеральном законе об образовании, и она трактуется так, что правовой статус – это совокупность прав и свобод, а именно, то есть рассматриваются академические права и свободы, трудовые права, социальные гарантии, компенсации, ограничения, обязанности и ответственности, которые установлены законодательством Российской Федерации и субъектом Российской Федерации. Следующий вопрос – это регулирование трудовых прав педагогических работников, которое осуществляется также в федеральном законе, в Трудовом кодексе Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации, федеральными ведомственными нормативными правовыми актами, законодательством субъектов Российской Федерации. Следующее.
К тому же, то есть педагогические работники, стоит отметить, да, имеют право на ежегодный основной увеличенный оплачиваемый отпуск, то есть в размере 56 календарных дней. Педагогические работники, которые проработали не менее 25 лет в образовательных организациях, имеют право на получение досрочной страховой пенсии, то есть по выслуге лет. И в случае, если с педагогическим работником был заключен договор социального найма, он имеет право на предоставление жилого помещения вне очереди. Что касается молодых специалистов, то стоит здесь отметить то, что можно получить единовременную выплату в размере до 3 зарплат, но это зависит на усмотрение директора образовательной организации. Также данное право предоставляется в случае, если сотрудник устроился на работу в течение 3 месяцев после окончания обучения. После 3 лет непрерывной работы также молодой специалист имеет право на дополнительную премию. Так, на основе анализа нормативно-правовых актов, закрепляющих трудовые права и социальные гарантии педагогических работников, стоит сделать вывод о том, что для педагогических работников государством устанавливается особая социальная поддержка. Данная поддержка реализуется через право, то есть на сокращенную продолжительность рабочего времени. В различных педагогических организациях также устанавливается максимальный предел продолжительности рабочего времени, который зависит от деятельности и уровня педагогической организации, а также категории и должности педагогического работника. У меня все. Спасибо за внимание. Благодарим вас, Ильгам Ильдарович. Вы подняли вот очень такую злободневную, скажем так, для педагогов тему. Пожалуйста, какие будут вопросы к Ирику Анасовичу, Ильгаму Ильдаровичу? Совместный доклад ученых. Пожалуйста, Вадим Яковлевич, может, у вас есть вопрос? Немножко далека тема от меня. Да, трудовое законодательство. Есть еще желающие задать? И у кого нет вопросов к вам, Ильгам Ильдарович? Понимаете, пожалуйста. Вопросом времени-то вопросов быть не может, то есть рабочего дня. В принципе, законодательство Российской Федерации в этой сфере всегда соблюдается. Здесь вопрос оплаты этого времени. Он уже гораздо более лежит в экономической сфере, нежели в законодательной. Поэтому здесь сложны какие-то вопросы. Тема раскрыта. Тогда, простите, можно я задам вопрос? Ну, может быть, насколько, я надеюсь, что это в русле того вашего доклада. Ну вот одно время так периодически вот поднимается вопрос о том, что нужно, скажем, сокращать рабочий день для женщин с сохранением того же самого оклада, поскольку женщины вроде, несут как бы двойную нагрузку. Это раньше как бы два рабочих дня, 8 часов на работе и 8 часов дома, еще неизвестно, где бывает тяжелее. Вот как вы считаете, правомерна такая постановка вопроса и насколько она в принципе разрешима? Спасибо. Спасибо за вопрос. Но в данный момент я считаю абсолютно правомерно то, что сокращение именно, если рассматривать в женском, то есть в женском лице, да, то именно в современном мире, то есть в наше время, я считаю, что это правомерно. Спасибо. Ирик Анасович, может быть, вы шире раскроете тезис Ильгама Ильдаровича? Здесь я, наверное, не буду шире раскрывать. Почему? Потому что здесь очень много различных проблем, и я не думаю, что здесь вопрос женщин и мужчин. Здесь гораздо более серьезные проблемы стоят. Спасибо. Отлично. Благодарим вас за ваш доклад. И далее мы перейдем к теме, которая связана к докладу, который связан с деятельностью таджикского, советского, политического и государственного деятеля, первого наркома народного просвещения Таджикской ССР в период с 1924 по 1927 годы. Это ученый, историк, переводчик, первый таджикский профессор, доктор исторических наук. Вот с деятельностью Аббаса Алиева в сфере образования советского Таджикистана нас познакомит Шарифов Фарход Каримович, магистрант Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования
нашего университета. Пожалуйста, Фарход Каримович, вам слово. Так, я вас видела, вы были здесь. Так. Фарход Каримович, вы с нами? Ага, вот вы появились, пожалуйста. Угу. Здравствуйте, Фарход Каримович. Образование – одно из приоритетных направлений в современном обществе, которое всегда находится в центре внимания государства и правительства. Школа и образование во все исторические периоды были ведущим фактором развития общества. Если мы посмотрим на историю, то обнаружим, что таджикский народ с древних времен, несмотря на смену династий, завоевание иностранцев и межплеменные раздоры, закалился и успешно выполнил свою миссию перед человечеством, взращивая выдающихся ученых, развивая науку и культуру. Примером этого является книга Зороастра «Авеста». Эта книга была написана в арийских землях в первом тысячелетии до нашей эры, в которой еще до ислама и христианства, буддизма и конфуцианства звучал призыв к образованию, и образование считалось священным долгом. В 20 веке в Таджикистане до прихода к власти большевиков было несколько школ и медресе, но они не могли дать науку и образование широким массам населения. На каждые 200 человек приходился один человек, умевший читать и писать, который, как правило, был представителем богатых семей. Создание царским правительством в Туркестане местные русскоязычные школы тоже не ставили своей целью просвещения местного населения. В центральных и южных районах, а также на севере Таджикистана, за исключением города Худжанда и Худжанского района, было 34 школы с общей численностью учащихся 1504 человека. Во всех этих школах, кроме школ Северного Памира, занятия велись в основном на узбекском языке. После образования Советского Союза и напряженной политической борьбы, а также включения таджикского народа в ряде национальных меньшинств, особое внимание стало уделяться просвещению таджикского народа. Немалая роль в этом принадлежала Аббасу Алиеву, который решительно боролся против противников советской власти, пантюркистов и панузбеков. В результате такой самоотверженной борьбы 14 октября 1924 года Таджикская автономная Советская Социалистическая Республика была образована в составе Узбекистана с общей площадью 135 620 квадратных километров, с населением 739 503 человека. В такой чувствительный и невероятно сложный период, особенно в первые годы установления советской власти, создание и функционирование новых школ столкнулось с множеством трудностей. В первую очередь, школам нужны были подходящие здания и опытный персонал. Не хватало учебников, наглядных и учебных пособий. Советское правительство пыталось улучшить народное образование, но противники новой власти сопротивлялись и упорно боролись. Они всячески препятствовали работе новых советских школ. Отряды басмачей и бандитов поджигали советские школы, преследовали учеников и их родителей, оскверняли учителям хлеб и зверски убивали их. Кандидат исторических наук Ахмедов отмечает, что вера крестьян в законе шариата
и распространение старых религиозных школ препятствовали работе советских школ. Недели позже, 14 декабря 1924 года, комитет решил назначить 25-летнего Аббаса Алиева первым инспектором, министром Народной инспекции образования. В то время в 4 существующих областях Гарм, Гисар, Куляб и Кырган-Тюбе было всего 7 школ. 3 начальные школы в Сарай-Камар, Муминабад и Ховалинг, 4 школы-интернаты в Душанбе, Кулябе, Гарме и Каратаге, в которых работали 26 учителей и обучались 152 ученика. В первом приказе Наркома просвещения Республики Аббаса Алиева от 11 февраля 1925 года говорилось: во всех учреждениях и школах управления народного образования Восточной Бухары, переданного Наркомату народного просвещения Таджикской АССР, обучение осуществляется на таджикском языке. Этот указ имел большое политическое значение, поскольку позволил таджикским рабочим реализовать свои национальные интересы, развивать не только советские школы, но и другие области своей культуры на таджикском языке. Независимость таджикского языка нанесла серьезный удар по шовинистическим тенденциям. По предложению Аббаса Алиева при Народном комиссариате просвещения была создана чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности, а добровольческие общества по всей стране скандировали: грамотные, неграмотных учите. За годы деятельности Аббаса Алиева на территории Таджикской АССР, особенно в 1925-1926 годах, методом Хашара, совместным трудом, в Гисаре, Файзабаде, Гарме, Калехумбе, Джиргатоле, Джиликуле, Сарай-Камар, Каратак, Факирабад, Хоит, Обигар, Курган-Тюбе и Канибадам были построены несколько школ, а также школ-интернат в Кулябе, музыкальная школа-интернат, партийная школа и детский дом в Душанбе. 12 декабря 1926 года на первом съезде Советов Таджикской АССР по инициативе Аббаса Алиева был принят один из первых государственных документов – Декларация о введении всеобщего образования рабочих в Таджикской АССР. Согласно этому историческому документу, впервые в истории Таджикистана бесплатное образование было введено для всех слоев общества. На конференции был поднят вопрос об удалении особого внимания женской грамотности, а также об открытии школ для девочек. В 1927 году дети обучались в 165 таджикских, 59 узбекских, 3 русских и 2 казахских школах. Это решение позволило трудящимся отправлять своих детей вместо старых духовных школ в новые советские школы, где образование было бесплатным. За 3 года под руководством Аббаса Алиева в Таджикистане были созданы 161 школа, 10 детских домов, несколько клубов, красных чайных и других учреждений. Аббас Алиев навсегда остался в памяти таджикского народа как основоположник народного образования, первый профессор, доктор исторических наук и профессиональный педагог 30 лет своей жизни, посвятивший педагогической профессии. Спасибо большое за ваше внимание. Мы вас благодарим, Фарход Каримович, за столь яркий доклад. Пожалуйста, есть вопросы к докладчику? Есть желающие задать вопрос докладчику? Разрешите вопрос. Да, Владислав Геннадьевич, да, я видела, вы заинтересованы были докладом. Ага. Микрофон включите, Владислав Геннадьевич. Да. Угу. Вас не слышно. Так, а теперь слышно? Слышно, да. Хорошо. Значит, Аббас Алиев известно, что был репрессирован в 1936 году.
Но уже в 1941 году он возглавил исторический факультет педагогического университета в городе Фрунзе, Бишкеке. Ведь это был идеологический факультет в то время, и как его допустили до руководства факультетом? Угу. Так, Фарход Каримович, как вы считаете? Вопрос, может, перевести не надо? Аббос Алиев дар соли сию шашум репрессия шудабут. Вали алакай дар соли челу яком мудери кафедрая тарихи, данишкадай омузгори шахри Фрунзе Бишкек буд. Он вакт факульта идеологии буд. Читар ба уйчозат додан, киба факультат рох барикунат. Замечательно, Владислав Геннадьевич. Как вы полагаете, Фарход Каримович? Ну, Владислав Геннадьевич, может быть, вы знаете? Нет, вот мне интересно тоже, я вот удивляюсь, как так, вот человек репрессирован, и тут же при Сталине его назначают деканом исторического факультета, ведь это в те времена назначить репрессированным деканом исторического факультета в Бишкеке. Да. Тут вот какой-то парадокс мне вот. Парадокс, исторический парадокс, по всей видимости, Фарход Каримович эту проблему будет исследовать в дальнейшем, да, Фарход Каримович? Вам задали вот очень интересную исследовательскую тему. Да, обязательно. Да, на будущее, по всей видимости, Фарход Каримович обратится вот к этому противоречивому парадоксу, да, к проблеме, к парадоксу. Во время войны, наверное, себя хорошо показал. Возможно. Интересный исторический факт. Спасибо. Благодарим вас, Владислав Геннадьевич, за вот ваш вопрос парадоксальный. И далее мы переходим к следующему докладу. Докладчик Ян Борисов Тимур Маратович, студент Института исторического, правового, социально-гуманитарного образования. Тимур Маратович, вы с нами на связи? Да, добрый день, коллеги. Добрый день. Да. Я не могу подключить видео, так что вам придется довольствоваться только моим голосом, но я думаю, в этом... Хорошо. Так, тема доклада Тимура Маратовича «Состояние советско-германских торгово-экономических отношений к моменту прихода к власти в Германии нацистской партии». Пожалуйста, Тимур Маратович. Да, совершенно верно. Но хотел бы пару слов сказать об актуальности данной темы. Она связана с несколькими факторами. Первый из них связан с тем, что вообще взаимоотношения между Советским Союзом и Германией в тот хронологический период, будь то отношения политического характера или экономического, являлись собой некой основой всей международной ситуации, системы международных отношений в целом. Потому что Англия и Франция занимали такую достаточно лояльную и слабую политику, которая никак не влияла на ход развития истории. Наоборот, своим бездействием оно привело к результатам и последствиям трагическим Второй мировой войны. Второе обоснование актуальности моей темы связано с тем, что и сегодня между Российской Федерацией и западными странами, в частности Соединенными Штатами Америки, достаточно и очень сложные и напряженные отношения. Сюда же можно отнести политику санкций, которая проводится уже больше 5 лет. И все это создает, ну скажем так, угрозу нашей экономической, определенную угрозу, конечно, определенную, экономической и политической безопасности. Ну, сам доклад я хотел начать с того, что вообще в целом 20-е годы 20 века – это наиболее сложный период в истории становления и развития советского государства и формирования его внешнеполитической концепции, суть которой заключалась в мирном сосуществовании со странами капитализма и военная безопасность советских граждан. К окончанию гражданской войны, это следует отметить, Советский Союз и советское государство оказалось в международной изоляции. То есть ни одно из ведущих капиталистических стран не шло на установление с ним дипломатических отношений. И в этой связи высшим политическим руководством принимается несколько важнейших внешнеполитических задач. Первое – это прорыв вот этой международной изоляции, установление политических отношений со странами Запада. И одновременно с этим решалась еще не менее важная задача – это установление и укрепление внешнеэкономических связей с западными государствами. Связана эта задача была с тем, что советское государство в тот момент времени находилось в достаточно сложном социально-экономическом положении. Сюда можно отнести и Первую мировую войну, и события февральской Октябрьской революции, и гражданскую войну. Все это нанесло колоссальный ущерб экономике Советской России.
И в этой связи налаживание вот этих внешнеэкономических связей с развитыми странами являлось одной из средств создания и укрепления мощной и стабильной советской экономической системы и стабилизации социальных отношений в обществе. Конечно, существовали огромные, ярко выраженные идеологические и политические разногласия между Советской Россией и странами Запада. Но здесь советское руководство, как показывает огромное количество источников и документов, вывело некую формулу, которая заключается в следующем. Торговля должна находиться вне политики и вне идеологии. Ее цель – это выгода для всех ее участников и обеспечение социально-экономического развития заинтересованных в этом стран. Об этом и Ленин говорил, и огромное количество политических деятелей. То есть экономика должна быть вне идеологии. Вот такие были, скажем так, условия. Особое отношение, конечно же, уделялось заключению торгового отношения с Англией. Англия в тот период времени имела очень мощную экономику, которая могла удовлетворить все потребности советского государства. И, во-вторых, Англия одна из немногих стран в Европе, которая наименьше всего пострадала в результате Первой мировой войны, и ее экономический комплекс, ее экономический потенциал смог сохраниться. Подобное соглашение подписывается, это 1921 год, и всего через несколько месяцев или в течение нескольких лет заключается ряд еще соглашений с экономического характера со странами Запада, достаточно развитыми странами. Это кроме Англии, Эстонии, Германия, и Норвегии, Австрия, Италия, Дания. Я останавливаться не буду, список очень большой. И в конце 20-х, начале 30-х годов вот эта проблема форсированной индустриализации и выполнения плана первой пятилетки потребовала от советского государства еще большего расширения торгово-экономических связей. И здесь свою роль, можно даже сказать, положительную для Советского Союза, как это ни парадоксально, сыграл мировой экономический кризис 29-33 годов, который, как пишут многие исследователи, не пожалел ни одной из капиталистических стран. Действительно, огромное количество европейских предприятий закрываются, а банки объявляют свое банкротство. И совершенно иная ситуация в этот промежуток времени складывается в Советском Союзе. Вот эта плановая социалистическая экономика, централизация управления, мобилизационный характер всех народно-хозяйственных задач, в том числе первой пятилетки, обеспечивают его стабильность и управляемость этой экономической системы, как опять-таки отмечают в том числе и зарубежные авторы. Среди общего хаоса, мирового хаоса, только Советский Союз не переживал последствия мирового экономического кризиса. И в этой ситуации, это начало 30-х годов, европейские страны, а также Соединенные Штаты Америки не просто пытаются сотрудничать с Советским Союзом, они начинают бороться между собой за право торгово-экономического сотрудничества, который и Советский Союз здесь превращается в значимую фигуру не только европейского, но и мирового рынка промышленной продукции. Этому свидетельствуют и цифры. Например, в 1931 году на долю советского государства приходилось 30% мирового экспорта машин и оборудования. На следующий год, всего через год, эта цифра составляет 50%. Среди прочих стран, которые хотели наладить экономические связи с советским государством, была, разумеется, и Германия. А немецкое государство видело в Советском Союзе не только надежного экономического партнера, но и своего рода внешнеполитического союзника. В том числе это было необходимо, чтобы, несколько, слово не историческое, конечно, припугнуть страны Англии и Франции, которые были победителями в Первой мировой войне, об опасности сближения Германии с советским государством. Тем более, что последствия экономического кризиса была не единственная проблема для Германии. Сюда добавляются огромнейшие репарации, которые были установлены Версальским мирным договором. И эти репарации, они были такого широкого масштаба, что, можно даже сказать, ставил экономическую систему Германии вообще на грань выживания. Именно договор с советским государством вот это смог предотвратить. В начале 30-х годов устанавливается стабильная система советско-германского товарооборота, которую можно, скажем так, выразить в следующую модель. Германия имеет мощный промышленный комплекс и современные технологии, но ей нужна страна рынок сбыта, куда можно эту продукцию продавать. И такой страной становится Советский Союз, который нуждался вот в этих технологиях, вот в этом промышленном оборудовании, так нужно было для развития внутреннего экономического рынка. И здесь же можно задать вполне естественный вопрос. За счет чего советское государство собирается покупать вот эти дорогое промышленное оборудование, что с учетом того, что ситуация в стране экономическая не самая лучшая.
Здесь было несколько причин. Во-первых, все-таки мобилизация внутренних финансовых средств советского государства, так как это оборудование было крайне необходимо для развития экономики. Второе, Германия выдавала кредиты советскому государству на ту сумму, на которую нужно было купить это оборудование. И в-третьих, это продажа в Германию сельхозпродукции и сельхозсырья, то есть своего рода бартер. Советский Союз продает Германии сельхозпродукцию, Германия продает промышленное оборудование. Тимур Маратович, у вас полминуты осталось. Хорошо, мне как раз хватит. Торгово-экономические соглашения вот уже к моменту прихода Адольфа Гитлера к власти начинают вот 1931-1932 год все более и более стабильный характер. В 1931 заключается соглашение о размещении в Германии советских заказов на 300 миллионов марок. В 1932 году подписывается советско-германское соглашение, которое регулирует товаро-денежные отношения между двумя странами. Так сохраняется до 1933 года, до прихода к власти нацистской партии. Далее отношения также сохраняются экономического характера, но они начинают приобретать несколько иной характер. Если вопрос последует, я на него отвечу. И уже подводя итоги, так как у меня осталось мало времени, в советско-германских торгово-экономических отношениях вот в этот период времени следует подчеркнуть, что, естественно, это не может быть сомнения, они носили взаимовыгодный характер. Но в то же время не следует их идеализировать, потому что понятие экономических отношений или по-другому бизнеса – это что тогда, что и сегодня явление очень сложное, противоречивое. Это постоянная экономическая игра, где каждая сторона, каждый партнер пытается получить больше, чем прописано в договоре, и больше, чем партнер. Не бывает бизнес-партнеров, таких альтруистов, которые хотят помочь своему партнеру, а сам уйти в убыток. Но это проблема бизнеса, и уже она, наверное, требует другого исследования. Благодарю вас за внимание. Благодарим вас, Тимур Маратович. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Вот тот уникальный исторический опыт, который вы описали в вашем докладе, он находит ли свое полноценное отражение в современных вот, российско-германских торгово-экономических отношениях, собственно, в спектре отношений на постсоветском пространстве? Вы имеете в виду, сохраняются ли экономические отношения сегодня между Россией и Германией? Ну, вот уникальность того исторического опыта, о котором вы нам рассказали, вот те нюансы, учитываются ли они в системе торгово-экономических отношений, которые имеют быть место на современном уровне? Ну, вообще, по идее, исторический опыт и его обобщение, в том числе и советско-германских торгово-экономических отношений, он дает, по крайней мере, возможность формировать современную внешнеполитическую и внешнеэкономическую концепцию России, особенно сегодня в такие сложные международные отношения, когда вот эта политика санкций, когда договоры заключать становится не так легко, как могло бы быть. Тут политика играет свою роль, конечно же. Но, тем не менее, по поводу уникальности не могу сказать, что сегодня сохраняется эта тенденция уникальности в заключении экономических отношений. Сегодня немножко другие политические условия для этого. Поэтому провести четкую, однозначную параллель между теми отношениями и сегодняшними в Германии экономического характера я не могу. Благодарю вас. Есть ли еще вопросы к Тимуру Маратовичу? Есть желающие задать вопрос? Вопросов нет. Мы вас благодарим, Тимур Маратович. И далее мы переходим к следующему докладу. Я хотела бы уточнить, Хабибулина Элира Фанилевна, удалось ли вам выйти с нами на связь? Элира Фанилевна, по всей видимости, не удалось. Да, она сомневалась, получится у нее, либо нет. И далее я тоже хочу уточнить. Аделина Вячеславовна, учитель гимназии номер 82, вы с нами? Аделина Вячеславовна, там тоже были сложности организационные, по всей видимости, не удалось их решить. И передаем слово Солдатенко Дарье Вячеславовне, магистрантке Института исторического, правового, социально-гуманитарного образования, учитель истории и обществознания школы номер 113 имени Рыбалка. Тема доклада «Роль проектной деятельности, формирование медиаграмотности учащихся». Дарья Вячеславовна, вам слово. Так. Дарья Вячеславовна, по всей видимости, тоже не удалось организационно решить вопрос, хотя доклад был заявлен онлайн. И далее я вижу с нами
Велена Робертовна, магистрантка нашего института. Вы здесь, да, Велена Робертовна? Прекрасно. Тема доклада Велены Робертовны – формирование экологической культуры, теоретический аспект. Пожалуйста. Так, сейчас я поделюсь экраном. Видно, да? Да, вас видно и видна презентация. Тема формирования экологической культуры, теоретический аспект. В современных условиях проблема формирования экологической культуры является одной из актуальных и находится на периферии различных наук. Вокруг нее выстраивается целый пласт проблем. Одной из таких является взаимосвязь экологической культуры и экологического образования. Несмотря на востребованность и множество теоретических исследований, данные проблемы остаются малоизучены с позиции формирования, реализации и практических результатов. Рассмотрим некоторые трактовки понятия экологической культуры. Следует отметить, что понятие экологическая культура вошло в научный обиход относительно недавно, вследствие чего не существует его общепринятых устоявших определений. В современной научной литературе выделяют две стороны системы экологической культуры. Это материальная и духовная. Материально относятся все формы взаимодействия общества с природой и его результаты, духовные экологические знания, умения, навыки, убеждения. Маслеев видит в экологической культуре отражение меры способа развития и реализации социальных сил человека в процессе материально-практического и духовно-теоретического освоения природы и поддержания ее целостности посредством познания, преобразования и регулирования общественной деятельности, зависящей от господствующих социально-экономических отношений. Хроменко под экологической культурой подразумевает процесс сохранения, восстановления, развития всей совокупности общественно-природных ценностей. Тем самым подчеркивается двуединое отношение к культуре, культуры и человека. Более глубокое определение представлено в работах Асафова. Он рассматривает экологическую культуру как обобщенную характеристику личностных качеств, отражающую процесс и результат формирования экологического сознания личности. Таким образом, в общем понимании каждого человека экологическая культура должна ассоциироваться не с сегментом или новообразованием, а с закономерным этапом развития общей культуры и экологического самосознания. Наиболее часто встречаемая трактовка данного понятия – это взаимосвязь между природой и человеком, где главным принципом является бережное отношение. Однако на сегодняшний день формирование экологической культуры должно осуществляться более целенаправленно и организованно на принципах рациональности, разумности. Тем самым формирование экологической культуры непосредственным образом связано с экологическим образованием. Если рассматривать Россию, в отличие от Европы, то развитие экологического самосознания, внедрение экологического образования значительно отстает. Западное общество к началу 1990-х годов начинает осознавать всю глобальность проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. На повестку ставит вопрос о необходимости поиска путей решения, которые бы обеспечили баланс между дальнейшим развитием экономики и сохранением окружающей среды. Основные положения изложены в концепции устойчивого развития, где главная идея объединения экономических, экологических, социальных факторов, где в приоритете находится сохранение потребностей людей при равном их ограничении в целях обеспечения устойчивости окружающей среды и создания условий жизни человека будущего. Данная концепция была разработана по итогам конференции ООН в 1992 году в Рио-де-Жанейро, где основным документом стала повестка дня на 21 век. Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию была утверждена указом президента Российской Федерации от 1 апреля 1996 года номер 440. Этот переход должен был стать эффективным вектором, однако российское общество не было к нему готово, оно не имело необходимых теоретических знаний. При этом в России и регионах сегодня вопросы сохранения природы, защиты окружающей среды, формирования экологической культуры через систему образования встали на передний план, где прослеживаются определенные улучшения. Для этого я взяла за основу наш регион. В Республике Башкортостан успешно реализуется множество экологических проектов. Один из них является республиканский экологический проект «Зеленая Башкирия», реализация которого началась с 10 апреля 2014 года. Датой окончания проекта станет 10 октября 2030 года. Он направлен на совершенствование системы экологического образования и просвещения в Республике Башкортостан, повышение уровня экологической культуры населения, развитие межрегионального и международного сотрудничества в обеспечении
достижения экологически безопасного и устойчивого развития Республики Башкортостан. В рамках данного проекта проходит множество различных акций, субботников, тематических встреч, семинаров, тренингов, в том числе неделя экологической грамотности, чистые игры, вода России, посади лес, дерево жизни, большой туристический субботник и так далее. Особого внимания заслуживает внедрение в образовательный процесс программы по формированию детей экологического мировоззрения и культуры УФА в стиле эко, направленные на устранение экологической безграмотности и призвание познакомить школьников с практикой раздельного сбора отходов и эффективного энергопотребления, а также на помощь учителям и организаторам неурочной деятельности, классным руководителям школ. Их основной задачей было увидеть новые ресурсы для совершенствования воспитательной работы по экологическому просвещению как в части содержания, так и используемых технологий. Практическая природоохранная деятельность проводится через акции по раздельному сбору мусора, такие как «Мы в погоне за бумагой», «Сдай бумагу, сохрани дерево», «Бумажный бум», утилизация, школы и садики за раздельный сбор отходов, «Сдай батарейки, сбереги планету». Помимо этого проводятся творческие мероприятия, конкурсы, фотоконкурсы на экологические темы. Таким образом, экологическая культура и просвещение являются важным направлением развития современного общества, которое призвано направить свои усилия на коренные изменения общественного и индивидуального сознания, включающие понимание сути и неразрывного единства экологической культуры и экологического образования. Для достижения высоких результатов необходимо повышать качество образования, совершенствовать законодательство в области охраны окружающей среды. Хорошо. У меня все. Да, благодарим вас, Елена Робертовна. Какие будут вопросы к докладчику? Так. Вот, Елена Робертовна, вы магистрант первого курса. Насколько я помню, профиль у вас управление, да, в социокультурной сфере. И вот вы, собственно говоря, рассмотрели проблему экологической культуры. Вот с точки зрения проблемы управления, вот, экологическая культура и образование на уровне управленческих вопросов, управленческой проблематики, вот насколько можно на сегодняшний день достаточно эффективно разрешать вопросы совершенствования, формирования и развития экологической культуры с помощью образовательных проектов. Вот наш университет, наш институт, насколько он может активно влиять и воздействовать на эти процессы, вот как вы полагаете? Может быть, ваша будущая вот магистерская работа будет связана с этой проблематикой? Да, данная статья, она как бы рассматривается в рамках моей общей работы по именно экологической культуре и управлению. В общем, что могу сказать? Ну, есть даже определенное такое понятие, как экологический менеджмент, который как раз-таки подразумевает это управление. Я считаю, что, в принципе, в нашем университете можно это как-то реализовывать, создавать свою какую-то организацию, и это все внедрять, реализовывать определенные экопроекты и их реализовывать в дальнейшем. Хорошо, ладно. Больше нет ни у кого вопросов к Елене Робертовне? Благодарим вас, Елена Робертовна, за ваш доклад. И завершает нашу сегодняшнюю работу нашей секции доклад, посвященный символике Тайной вечери в литургии. Тайная вечеря, ни одна праздничная трапеза в мировой истории не имела такого подлинного вселенского значения. Скажите, пожалуйста, Надежда Юрьевна, вы с нами? Так, доклад был заявлен онлайн, но Надежда Юрьевна не присутствует. Учитель истории лицея 162 города Уфы. Хорошо. Я спрошу в общем. Скажите, пожалуйста, желает ли кто-либо еще выступить в рамках нашей секции из числа присутствующих? Больше нет желающих. Ну, по всей видимости, мы подведем итоги работы нашей секции «Гуманитарные аспекты развития современного общества»,
полагаю, и все участники с этим согласятся, что вот в рамках нашей полилоговой площадки мы достигли определенных результатов, достаточно эффективных с точки зрения исследовательского поиска проблем. И я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча, она позволит нам развиваться вот в тех направлениях, в тех исследовательских задачах, которые были озвучены на сегодняшний день. Я благодарю всех участников, желаю вам всего доброго и до новых встреч. Спасибо вам. Всего доброго.